Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый день. Значит, персонажи все те же. Мы не будем представляться, наш традиционный состав. Мы сейчас вернулись с такого мероприятия очень интересного. Значит, фотовыставка. Ну, там не только фото, там есть еще и какие-то подделки. Я видел, там какая-то ювелирка, да, турецких остин. Здесь, во Владикавказе, в Национальном музее. Очень всем советуем пойти. Выставка будет до 10 числа, да, до 10 ноября. Сегодня вход был бесплатный, но, как я понял, в остальные дни он будет платный, да? Сколько это там? 100 рублей, по-моему, вход, да? Да, вроде так. Вот, всем советую сходить, очень интересное место. Вот, мы буквально недавно туда пришли, у нас вот свежие впечатления. Значит, Алик, ты там был, раньше пришел и позже ушел. Рассказывай, что там и как. Привезли все то, чем они хотели с нами поделиться, как они видят свою жизнь, как они ее воспринимают через искусство. Ведь не секрет, что турецкие остины в Турции представлены именно в интеллигенции, особенно культурной и научной интеллигенции, и военной. И поэтому неудивительно, что там так много остинских художников, ювелиров и представителей других ремесел и искусств. Да, там сегодня была практически вся творческая, нетворческая элита Осетии, очень много знакомых лиц, в том числе и лидеров политических, там Битаров присутствовал, Кучиев, кстати, впервые увидел его лично, Цуциев и довольно много приятных, интересных людей. А вообще, вот как тебе кажется, они удивили нас? То есть турецкие остины смогли нас удивить вот в этом смысле? Потому что, говоря о турецких остинах, мы какие-то больше такие этнографические какие-то вещи у нас в глазах. А вот непосредственно какой-то материал, что вот они тоже чего-то делают. Они смогли вот тебя лично удивить? Меня они не просто удивили, они меня поразили. Во-первых, среди них довольно много экономически успешных людей, которые, скажем так, прорвались в бизнес-элиту Турции, это раз. Как они успешно прошли и в культурную элиту Турции, да, то есть вот культурная тусовка Стамбула, ее трудно, наверное, представить без представителей черкесской и остинской диаспоры. И, конечно, они меня удивило их вот то желание сохранить язык. То есть мы не оторваны, мы прямо здесь живем в Осетии, и несмотря на это, мы ментально сильнее иногда оказываемся оторваны от остинских корней, чем те люди, которые далеко, но вот для них эти горы и Осетия — это какая-то путеводная звезда, за которой они постоянно идут. И ведь столько времени прошло, и многие из них не ассимилировались и не забыли язык. И то стремление приезжать сюда, ведь надо же отметить, что первые годы к ним такого интереса не было. И он появился только последние 2-3 года назад, когда стало появляться больше контента, информации о них. И вот сегодня это по факту кульминация, поскольку я, насколько услышал от Миннатса Аслана Цуциева, что они остались очень довольными, что вот на такой высокий прием был. И если на приемах у глав они бывали много раз, то сейчас они увидели просто толпу людей, которые, опять поправлюсь, они увидели огромное количество людей, которые пришли посмотреть на предметы, семейные предметы, фотографии, предметы искусства турецких осетин. И я прям по их лицам видел, что они, не скажем, что удивлены, но им очень приятно такой интерес. И они же и тоже фотографировали, тоже видео снимали. Они сейчас поедут в Турцию и будут рассказывать, что нас там ждут наши братья, и мы будем сейчас не в пустоту приезжать, а как бы вот что-то идет, какая-то работа движется. И даже в населении я вижу, что все больше появляется интерес к турецким осетинам. Если были люди, которые 3-4 года назад в принципе о них ничего не знали, то сейчас это уже как-то тема витает постоянно в воздухе. Конечно, конфликт в Сирии серьезно изменил ситуацию в этом плане. Ну, это очень странно, ведь по факту сирийских остин, как-то они, даже их приезд тех немногочисленных сирийских остин сюда, который состоялся, уже практически остался таким на периферии внимания общественного. Там только мы толком и качали эту тему.
Ну, не могу сказать, потому что пара сюжетов была. То есть, ну, да, на периферии, но факт, что у людей этот момент зафиксировался. И еще такой интересный момент. Мы-то часто писали о негативной стороне, с которой столкнулись все сирийские астины, что по факту здесь для них не были созданы никаких условий, хотя в Кабардино-Балкарии эти условия создавались. Да, у них программы действуют, фонды свои. А у нас как бы даже об этом, ну скажем, власть кинула этих сирийских астин. Но Рамазан Лакуев, который ныне в Германии проживает и общается активно с представителями турецких, сирийских астин, он говорит, что многие из них переехали в Германию, или в Турцию, или куда-то из Осетии с теплыми чувствами. Они видели, что люди... То есть они увидели, что в целом система астинское общество, там как именно институты государственные, общественные, не способны им чем-то помочь. Но при этом они увидели вот какие-то индивидуальные примеры и порывы вот этого братства и желания помочь своим близким, что это у них оставило очень теплое чувство. Они тоже все понимают, они тоже живут, ну, они понимают, что такое государство, как оно ломает общество, да, и они это понимали, то есть они остались с теплым чувством, что на самом деле там есть люди, которые нас любят и при желании готовы нам помочь, хотя государство будет этому как-то или мешать, или же просто смотреть на это с безразличием. Послушай, мне еще, знаешь, вот какая мысль возникла, что вот эпоха соцсетей, эпоха мессенджеров, да, она привела к тому, что, то есть все вот, я просто помню, у меня самого прабабушка турецкая астинка, и я помню с детства эти истории про то, что как тяжело было держать связь, как это не разрешали переписываться, да, то есть и люди теряли друг друга из виду. А сейчас, благодаря мессенджерам, мы можем с нашей диаспорой, мы можем за секунду обмениваться информацией, быть в постоянном контакте, что наступила на самом деле какая-то новая эпоха в истории нашего народа. И вот эти осколки астинства, которые разбросаны по всему миру, то, что евреи называют рассеяние, да, ушли в рассеяние, что мы теперь как общество можем их не просто интегрировать, да, возвращать их в астинство, да, в глобальное астинство, но и те навыки, которые они приобрели в чужих культурах, да, в рамках чужих культур, использовать теперь можем и себе на благо. Ну, эту мысль хорошо высказал Алихан Хуранов в своем канале, что диаспора мировая, да, случилась трагедия, и часть нашего народа, прекрасная часть нашего народа, она покинула Осетию и оставалась в других странах. Но сейчас это можно использовать во благо, поскольку мы имеем диаспору и через нее можем решать какие-то вопросы. Просто нам надо опять вот это объединиться. И ты говоришь, что мы собираемся возвращать их в осетинство. Я бы, если честно, был бы не согласен. По-моему, еще они нас вернут в осетинство, учитывая уровень вот этого национального, знаешь, чувства у них и у нас. Ну, под осетинством в данном случае я имею в виду не осетинство в широком смысле, а осетинство в таком более этническом смысле. То есть в то, как какая-то единая хозяйственная деятельность, там, единое идеологическое какое-то наполнение, да? Сейчас это происходит. Я вижу, как турецкие астины, они подписываются на все астинские группы в Фейсбуке, ВКонтакте, да, где они видят астинский флаг, и они даже не понимают, что там написано по-русски, но они репостят это, они под каждым ставят лайк. А если они видят, что какая-то там проблема, что-то они пишут шершиды, что случилось. Что происходит, да. Да, им интересно узнать. То есть они очень, вот это на самом деле большая беда, и дай Всевышний такую возможность, чтобы мы когда-нибудь сделали осетинское телевидение на турецком языке, чтобы вот турецкие астины знали, что происходит на их родине. Надо вообще подумать, да, я думаю, над каким-то созданием какого-то контента, да, хотя бы такого обзорного, да, того, что в Осетии происходит, так, чтобы турецкие астины могли тоже это полноценно читать. Ну, Алихан Хуранов опять-таки это делал отрывочно, они переводили статьи я помню, Фулхаги был. Да, на турецкий язык, и они вызывали неподдельный интерес у астин в Турции, они их репостили, они их читали, им приятно, что кто-то о них думает. Они, на самом деле, они гораздо больше хотят
с нами иметь контакт, чем мы с ними. Вот это беда на самом деле. Да? Они жаждут общения, они хотят вот со своими братьями быть вот в одной сцепке. Вот сюда приезжал Эмре Пухаев, мой единокровный брат по факту. И у меня довольно скверное знание моего родного языка. И у него тоже не очень хорошее знание языка, но буквально за неделю этот парень сделал просто прорыв. Если первые дни он общался знаками, смесью русских, английских слов, то через неделю он уже он мог изъяснить свою просьбу, мы с ним могли поговорить, мы даже о политике с ним поговорили на осетинском. И это был для меня очень сумасшедший опыт, потому что я 2 часа вынужден был с человеком говорить на осетинском. Я, наверное, за последние 15 лет так никогда не разговаривал. И это такая была живая беседа. Я видел в глазах Эмры вот это вот прямо счастье от нее, да, что мы говорим. И я вот знаю, что он хочет вернуться в Осетию, переехать в Осетию. Ему очень в Турции не нравится. Но он говорит, это не моя страна, не мое государство, я чувствую там себя чужим. Его родная сестра и родной брат, насколько знаю, уже по факту стали турками, а вот его противоречие внутреннее у него с этим есть, он хочет переехать в Осетию. А сколько ему лет? Если я не ошибаюсь, 30-35 лет. Угу. Чуть старше нас. Да, он чуть старше нас, хочет жениться на Остинке, хочет обосноваться здесь. Дай бог, чтобы все получилось. Но опять-таки я вижу вот прям вот это дикое желание, да, вот контактировать, быть среди нас. Ему очень интересна тусовка. От портала он вообще был в каком-то диком восторге. Портал всех... Да. Кстати, вот я хочу отдельно сказать. Вот если меня сейчас слушают ребята с портала, да, я это лично говорил, я это буду повторять конкретно. Ребята поехали на велосипедах в Турцию и навели там дикого шороху. Да, они просто взрывали мозг турецким остинам. Они как мессии приехали в Турцию и на ровном месте создавали искусство, разговаривали с ними на остинском языке. И вот эта поездка там нескольких людей на велосипедах в информационном пространстве оставила просто колоссальный след. И я до сих пор знаю, что вот турецкие остины, они до сих пор обсуждают эту историю. У них вот эти все события, для них это было как-то вот... Я не знаю, я не могу даже оценить это как просто поиск. Это что-то на уровне эмоционально-религиозного, потому что для осетинства ребята вот этой своей поездкой сделали просто сумасшедшую историю. И я вообще хочу, чтобы такие путешествия, они, может быть, стали бы за традицию, потому что они были в восторге. Захотел ты поехать, скажем, в Анталию или Аланию поскупаться? Будь добр, заедь в Стамбул и покушай фатчины в одноименном ресторане остинском. По-моему, так и называется знаменитый, да? Фатчины, по-моему, называется. Да. Ну там же еще есть остинские села, через них надо проезжать. Они в Анатолии находятся, насколько я помню. Там довольно глубоко, это глубокая провинция. Чтобы в них попасть, это нужно целенаправленно ехать туда, я так понимаю. Я и говорю, что вот целенаправленно надо туда ехать. В любом случае, в этот ресторан надо захотеть, потому что поддержите наших ребят, отечественного производителя. Вот. Хорошо, тут все ясно. Что тут еще можно сказать по этой теме, Алик? Что еще привлекло наше внимание там? Я, допустим, к своему стыду первый раз был в Национальном музее. Точнее, я заходил туда на всякие выставки, но никогда там заходил-выходил, никогда толком там не ходил, не смотрел. Очень интересно. Я всем советую ходить в Национальный музей. Там очень интересно. Вот мушкет Есей Канукова, да, он на меня произвел большое впечатление. Это реально такая здоровенная бандура. Вот из нее стрелять это нелегкое дело было явно. И там выставка, посвященная и каменному веку, и бронзовому. Мы с огромным интересом это все глянули, сфотографировали. Поэтому я всем советую туда сходить обязательно. И на выставку, о которой мы говорим, и, собственно, посмотреть экспонаты самого Национального музея. Это все очень интересно. Берите детей и туда. Я вообще считаю, что крепостное ружье Канукова, оно должно стать брендом, потому что оно производит на людей неизгладимый эффект. Вот мы с товарищем, дагестанца товарища, водили туда.
Он просто был в таком диком щенячьем восторге от этой шайтан-пушки, он просто, он на ней не мог, где-то полчаса еще говорил о ней и не мог остановиться. Что, говорит, за люди должны были с нее стрелять, и что, говорит, она делала с человеком, если попадала. Ну, да, там, наверное, дача была очень серьезная. Да, то есть я думаю, что это должен быть брендом каким-то, вот это как-то надо использовать, потому что это великолепная история, и она нас так прямо связывает живо, поэтому рекомендуем ходить в Национальный музей. Во-первых, там прошел ремонт, там сейчас масштабы его стали больше пространства для выставок. И я надеюсь, что вот такие мероприятия будут проходить чаще. Хочу поблагодарить вот за вот этот турецкий проект, Остинский турецкий проект. Мне очень понравилась вот видеозаставка, которая призывала людей пойти на эту выставку. И ну вот все было сделано на высшем уровне. Сегодня было очень много людей, людям было живо интересно. Остины проявляют живой интерес к своим турецким братьям, и это должно только с каждым годом это должно становиться больше и больше, все серьезнее и серьезнее. И я думаю, что для нас турецкие осетины это очень серьезный ресурс для того, чтобы вот выстраивать остинское самосознание, да, заново его перестраивать, возвращать его к тем истокам, которые были вот дореволюционные, да, и когда вот это было очищать остинское самосознание от коммунистических мифов, которых много, да, и от тех социальных экспериментов, которые проводили над нашим народом. И это ключ к нашему настоящему, да, и к нашему будущему. Поэтому большое спасибо всем организаторам. Хотелось бы, вот, чтобы в этом направлении работа шла еще интенсивнее. Да, они молодцы. Как правило, наши власти ругают, но в этот раз их можно похвалить. Насколько я знаю, именно они проводили такую колоссальную работу в этом смысле. Да, и очень важно, что сегодня вот и Битаров пришел туда и сказал, и что были, то есть был большой чиновничий аппарат, они пришли, они отметились, это все-таки важно, да. Для них это важно, что вот пришли люди и то есть, что на них обратили внимание все. Вот в этом плане, да, я сам большой любитель покритиковать всех и вся, но в данном случае вынужден сказать, что это было круто. Хорошо. Спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. Счастливо.